Hello peoples, how are you feeling? I wish you good luck today. Today is our new theme about types of nouns. Let's start our lesson. Hello, my dear friends! Сегодня мы разберем имена существительные, исчисляемые и неисчисляемые, а также познакомимся с единственным и множественным числом имен существительных. Для начала давайте разберемся, что же такое имя существительное. Имя существительное обозначает предмет и отвечает на вопрос «кто?», «что?». По-английски имя существительное будет noun. Такие слова, как стул, что, стул, a chair, кто, кот, a cat, кто, собака, a dog, что, дом, a house, кто, мама, a mother, что, цветок, a flower, все эти слова являются именами существительными. Имена существительные, nouns, в английском языке делятся на исчисляемые и неисчисляемые. Исчисляемые имена существительные, countable, можно посчитать по количеству. Например, one dog – одна собака, two dogs – две собаки, three dogs – три собаки. Такие имена существительные имеют единственное и множественное число. Например, I have one dog – у меня есть одна собака. Или I have two dogs – у меня есть две собаки. Неисчисляемые существительные uncountable, вы уже, наверное, догадались, посчитать нельзя. Например, sugar – сахар. Мы не можем сказать один сахар или два сахара. Мы можем сказать один или два кубика сахара или одна или две ложки сахара, но это уже совсем другая история. Сам же сахар как вещество мы посчитать не можем. Water – вода, music – музыка. Такие слова не имеют форму множественного числа. У них всего одна форма, которая не изменяется. Давайте посмотрим на предложения с этими словами. I like sugar. Я люблю сахар. I like water. Я люблю воду. I like music. Я люблю музыку. Как уже было сказано, исчисляемые имена существительные, countable nouns, имеют форму единственного числа и множественного числа. Единственное число по-английски будет singular, множественное число plural. Примеры единственного числа. A cat – кот, a dog – собака, a table – стол, a chair – стул. Теперь давайте посмотрим, как эти слова будут выглядеть во множественном числе. Cats – коты, dogs – собаки, tables – столы, and chairs – стулья. Как видите, чтобы образовать множественное число, надо добавить к слову окончание s. Но есть небольшой нюанс. Посмотрите, как будет образовываться множественное число имени существительного в зависимости от буквы, на которую это слово заканчивается. Итак, если слово заканчивается на какой-то шипящий звук, например, с, ш, ч, кс, то мы будем добавлять букву и к ней уже будем добавлять с. Делается это для благозвучия. Давайте посмотрим на примеры. Bus – автобус. Если мы сразу добавим буковку s к слову, то нам будет неудобно это все произносить и получится некрасиво. Поэтому мы добавляем буковку и. Читаться множественное число будет как buses. Buses. Следующий пример. Church – церковь. Во множественном числе будет churches. Churches. Dish – блюдо. Dishes. Dishes. Box – коробка. Boxes.
boxes. Также мы будем добавлять окончание «es», если слово заканчивается на гласный звук. Например, potato – картошка, potatoes, tomato – помидор, tomatoes. Далее, если слово заканчивается на букву Y, мы, во-первых, эту букву Y должны будем заменить на букву I. И поскольку слово заканчивается на гласный звук, добавим окончание «es». Получится baby – ребенок, babies, party – вечеринка, parties, dictionary – словарь, dictionaries. Но если слово заканчивается на буквосочетание AY, EY или OY, то мы уже букву Y заменять ни на что не будем, потому что у нас на конце она не одна стоит, а целое буквосочетание. Например, day – days, monkey – monkeys, boy – boys. Day – день, monkey – обезьяна, boy – мальчик. И последний момент. Если слово заканчивается на букву F или на буквосочетание FI, то нам букву F обязательно нужно будет заменить на букву V и добавить окончание ES. Получится shelf – полка, во множественном числе будет shelves. Knife – нож, knives. Wife – жена, wives. Сначала может показаться, что правил образования множественного числа очень много и нужно все время думать, какую букву наконец подставить. Но на самом деле вы эти слова будете очень часто встречать в речи и со временем просто уже автоматически будете выбирать правильное окончание. Поэтому не пугайтесь. А теперь самый неприятный момент, который может встретиться в правиле образования множественного числа. Некоторые слова имеют свою собственную форму множественного числа, они являются исключениями. Их просто надо запоминать. Давайте посмотрим на такие слова. A man – мужчина во множественном числе будет звучать как man. Обратите внимание на разницу в произношении. В слове a man в единственном числе звук открытый. Нужно рот открыть широко, чтобы произнести этот звук. В слове man звук закрытый. Давайте еще раз посмотрим на разницу. Man, 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 man. Следующее слово. A woman, женщина. Во множественном числе будет women. Да, это слово читается не так, как оно пишется, поэтому его нужно запомнить. Women. Дальше. A child – ребенок. Children – дети. A foot – нога. Feet – ноги. A tooth – зуб. Teeth – зубы. A mouse – мышь. Mice – мыши. A sheep – овца. Sheep – овцы. A fish